должен защищать. Мы же в международное право приняли после Второй мировой войны, сказали, что больше не будет войн. Почему не будет? Потому что мы сделаем вот так и вот так, будем защищать человека, привлечем людей и все такое. Где это? Этого нет. Почему? Так вот, эти причины и являются сегодня, наверное, кто-то вспомнил про это и сказал, хватит. Ну, как ты говоришь, 9-10 миллионов населения вышло, значит, демонстрации по всей Америке, требуют то, вот, ну, лозунги, ну, показывает это все, но это можно показывать сейчас, искусственный интеллект может что угодно изобразить, говорят, так, но в то же время и мне верится, что тоже это так. Вот Ну, такие это вот так, причины. это так. Вот очень странные такие совпадения произошли после того, как перемирие на Ближнем Востоке между США и Ираном на 2 недели Да, установилось. Резко Владимир Путин, который никогда не считался ни с какими религиозными и нерелигиозными праздниками, резко остановил войну в Украине, на сутки, правда, и сразу произошел обмен пленными. Сразу такая покладистость, которая появилась, которой вначале не было. И интересно, одновременно с этим, как мы знаем, вот я только свое мнение говорю, как независимый блогер, никакого отношения ни к президиуму правительства, ни к чеченской власти я не имею, я рядовой гражданин Чеченской республики Ичкерия. Но вот Кирилл Буданов, которого сами украинцы и Арти Грин есть офицер отставной, называют агентом ФСБ, который постоянно останавливает развитие отношений между Чеченской республикой Ичкерия, законной властью в вашем лице, в лице президиума правительства, а занимается вот с россиянами вроде Закаева и вот с ними. И вот одновременно вместе с остановкой войны в Украине России и приостановкой перемирия на сутки фашистский оккупационный суд в Чеченской республике Ичкерия вынес решение, что Чеченская республика Ичкерия – это там преступная террористическая организация и так далее. И заодно прорекламировал того самого агента, который другой агент рекламирует сейчас в Украине. И вот в связи с этим у меня, Аят, вопрос такой. Могут ли быть эти события связаны с остановкой войной? И сейчас, понимая, что Ичкерия, которую они потом планировали использовать в качестве такого исламистского плацдарма в войне против США, Израиля, Азербайджана, Армении, может ли это быть событиями одной цепи, вот связанных именно с остановкой войны в Иране? Ну, еще остановка войны, это еще не завершение, потому что эта остановка войны, она будет еще, как говорится, закрепляться. Вот это все оно должно, значит, быть таким состоянием, когда обе стороны уже поверят в то, что больше не будет этой войны. То есть примут вот такие-то условия, там у Ирана там 10 своих предложений, вопросов, да. Эти говорят, да, мы готовы рассматривать, мы считаем, что это можно, что это рабочие, мол, вопросы, говорит Трамп. А на самом деле это такие вопросы, которые могут Трампу не поздоровится, там же, который он требует, значит, чтобы им разрешили создать атомные бомбы, чтобы у них не пытались отнять то, что у нас есть, урановые руды, чтобы они больше никогда, значит, на уран не нападали, чтобы вот этот Армудский, значит, пролив был их, что так. То есть они все, вот, они как победа считают, и вот это все. С этим могут согласиться, сможет согласиться Трамп? Нет, это передышка, вот, меня сказать, передышка, они будут сейчас это время думать, что же сделать иным способом. Поэтому здесь может быть так. А то, что ты говоришь, вот там в Украине встречается, а что? У этого Закаева, который не имеет никаких полномочий от нашего народа и государства, самозванца, да, он артист. И он без сцены, без демонстрации, если он не выходит, то он уже погибает. То есть он в этом смысле. Это его козырь. И он всячески пытается то туда-сюда
но мы